митрополия, то есть главный православный собор Афин, 1843 год. То есть он относительно молодой, ему около 200 лет. Но стоит он рядом с очень старым храмом XI века, это Малая митрополия. И вот этот храм уникален тем, что он полностью собран из плит античных зданий. Для православной веры совершенно все равно, что у тебя снаружи, главное, чтобы внутри было, ну, как положено. И вот они так сочетаются. Малая митрополия или старая митрополия и большая митрополия. Элементы в новом храме снаружи – это элементы готической архитектуры, потому что строили при первом короле, он был немцем из Баварии, а там готика. Хотя храм православный. Административные здания. И вот эта часть огромной агоры завершалась рынком. Увидите, что там колонны сохранились. И в конце рынка, во II веке до нашей эры, поставили вот эту уникальную башню. Она называется башня ветров. Что это такое? Это здание обсерватории. Причем на сегодняшний день, ну, пожалуй, самое старое из сохранившихся в мире. Это ни в коем случае не значит, что греческая астрономия была старше там китайской. Нет, просто здания там не сохранились, а здесь сохранились. 2200 лет. Здание необычное. Обратите внимание, это восьмигранник. Во II веке до нашей эры в Афинах жил ученый, математик, астроном, которого звали Андроник. И он впервые, сначала для греков, а потом и для остальных в этом мире, преподнес новую информацию. Постоянных направлений ветра не 4, а 8. Вот мы сейчас по розе ветров живем какой? Север, юг, запад, восток, юго-запад, юго-восток. До этого роза ветров – это 4 направления ветра. Для нас с вами дополнительные 4, ну подумаешь. А для древних это навигация по морю, которая в 2 раза теперь увеличилась. Это идеальное изобретение, гениальное просто. Далее, что делает Андроник? Он еще изучает звездное небо. Но не было же линз, луп там и так далее. Он невооруженным глазом. Но он умудрился при помощи геометрических расчетов на своем атласе, он создал целую карту звездного неба. Созвездия, которые видны летом, и созвездия, которые видны зимой, правильно разместить. Ну вот, по отношению друг к другу. И вот если карты описания берега Средиземного моря того времени кажутся очень неточные, ну, все 2000 лет, смешные детские карты, то атлас Андроника идеально точный. И до сих пор все великие научные открытия в космосе добавляются в атлас звездного неба Андроника. В этом здании, восьмиграннике в честь этих 8 направлений, он просто записывал то, что он обнаруживал. В средние века вот это здание охраняли дервиши, поэтому в таком состоянии прекрасном. Ну, пойдемте чуть ниже. Ну, потому что вход арочный, арка это очень крепкая конструкция. Да. Над входом плита мраморная, на плите сура из Корана. И здесь же, вот, кстати, эти бандиты однорукавники, они вот здесь кучковались в 19 веке. Рядом с созданием этой обсерватории башни ветров. Это мечеть бывшая. Но она просто не может сейчас пользоваться по назначению, потому что она на археологической территории, из нее музей создает. Вот да, у нас по закону, если церковь и мечеть, вообще любое религиозное, более позднее здание находится на более ранней археологической территории, они не работают как место паломничества. Ну, потому что невозможно разделить турист. Медреса в 17 веке, 16-17 век, со времен Сулеймана Великолепного, вот сюда деньги стали вливаться. И в конце концов вот такая красота. Очень красивый вход. Вы же учили, да? Да, медресе – это, собственно говоря, такое же учебное заведение, как средняя школа, но с уклоном в изучение, например, Корана. В христианских странах в те времена, естественно, главной книгой была Библия. Для византийцев других городов фактически не существовало. Они были, но они несравнимы были с вот этим великолепием Константинополя. И в какой-то момент Константинополь перестали называть полным именем. Как мы сейчас с вами живем на окраине Алматы, едем в центр, говорим, я поехал в город. Ну, говорим же так, хотя живем в этом же городе. То есть в данном случае мы указываем направление по отношению к центру. И жители Константинополя стали свой город называть просто Полис, не Константинополис. Полис, без имя Константина, город. Раз город, значит он. И первые арабы, еще в 8 веке, путешествуя по Византии, пишут в своих книгах. Очень странно, только мы, арабы,
называем этот город так, как он по-настоящему называется, Константинополь. Ну, так, как мог арабский, да, слух из горла произнести. А сами византийцы, греки, называют его каким-то странным словом Истинбол. Истинболе. А оказывается, это так арабам слышалось Истинполе. Вот это самое в город. Живешь на окраине, а я поехал в город. Это имеется в виду в центр Стамбула. Истинбол — это по-гречески город. Да, Истинболе. 3 слова. Ис – это в, тин – это артикль, потому что греческий язык артиклевый, а поле – это город. Истинполе по направлению к городу, по направлению к столице. Арабы не знали, что это 3 слова, указывающие направление. Подумали, что греки так называют Константинополь, Истинбол. И получилось. Обратите внимание, по-русски Стамбул, а по-турецки Истанбул. Это и есть Истинболе. Вот так что и то, и то. И еще расскажу одну такую забавную деталь, что с Ататюрком произошло. Дело в том, что османских правителей, султанов, вообще не интересовало, где какие названия. Они были бесконечно лояльны. Армянская деревня стоит, ну и ладно, все армянские названия, греческая деревня, греческая, турецкая. То есть в этом плане султаны были, дай бог, каждому таких правителей. А у Ататюрка ведь другая беда была. Он же пытался спасти Турцию. Поэтому для кого-то он плох, для своих он хорош. И он должен был на чем-то базироваться, на единении народа. Какого народа? Конечно, турецкого. Поэтому у него не было другого выхода. Иначе бы он проиграл, и от Турции бы ничего не осталось. Он должен был переименовать. Вот, чтобы объяснить всем, что вот эта территория теперь турецкая, и стали переименовывать различные названия, давать им турецкие. Вместо армянских, там греческих, арабских, ничего страшного. Что случилось с Стамбулом? Поскольку сам Ататюрк тоже был уверен, что Истинбол это какое-то арабское название, а Константинополь греческое, он берет, отказывается от Константинополя и оставляет тоже вот только вот этот Истамбул, не зная, что это тоже греческое. И выходит потрясающий закон. По-моему, это 1930 год был. В этом 30-м году, посмотрите, если захотите потом, кажется, 30-й, закон вступает в силу. И вот в тот день, когда закон вступил в силу, из-за границы же пришла какая-то почта. А люди, когда отправляли эти свои конверты, бандероли, они же не знали, что закон такого-то числа вступает в силу. И на конвертах, на бандеролях очень многие писали Константинополь. А кто это писал? Стамбул по-разному. Так вот, те посылки и конверты, где было написано Константинополь, возвращались в страну, от которой они пришли, с интересным штемпелем. Я эти штемпели видела. И там написано «Адресат неизвестен». Хотя все прекрасно знали, да что вот оно уже у тебя на почте лежит. Но поскольку закон изменился, вот такой интересный момент. Что первая серьезная гостиница Гранд-Британии, это правда, но в 1837 году в городе вообще появляется первый отель. Греция уже независимая, столица Афины. Вот он. Первый отель в городе. И этот отель состоял из 2 половин. Одна половина восточная, а другая половина западная. По поводу Востока. История вот из моей нынешней жизни. Я пару лет тому назад со своей коллегой, археологом, была в музее. И как стояли там, несерьезно обсуждали, осмотрели мы северогреческие дома 18-19 века, особняки, которые в дар убранства передано. Вы никогда не были в Бахчисарае, в Бахчисарайском дворце? Вот все, что в Османской империи, вот так устроены эти низкие сиденья, никаких столов. И мне моя коллега говорит, меня это поразило, потому что у меня нет родственников из этих мест. Ее бабушку в 80-х годах привели впервые из деревни в город в Северной Греции, чтобы оформить ей паспорт. И впервые в жизни посадили на стул, на нормальный европейский стул, за стол. Через 2 минуты у бабушки закружилась голова, и она свалилась в обморок. Бабушка за всю свою жизнь, даже в 20 веке, не сидела ни на чем выше вот такого топчина. Конечно, и не ела никогда за столом, а ела за круглым таким маленьким, которое называется софра. Знаете, да, такое? Вот это, да, это Греция. Но вы-то ладно, вы тюрки, это ваша история кочевая. А мы? Вот представляете,
в Древней Греции были эти столы. Так вот, сама гостиница. В восточной части спали на тюфяках, ну, как положено, и ели за такими столиками. А в западной части, ну, естественно, кровати обыкновенные стояли, и завтраки были разные. И вот воспоминания всех путешественников. Подавляющее большинство оставляло такие. Спать лучше в западной стороне, а есть только в восточной. Это одна из древних библиотек. Получила потом свое условное название в честь более позднего римского императора Адриана. Как хранились книги. Устройство библиотеки – это не здание в нашем смысле, это периметр. Внутри открытое пространство, как атриум. А вот изнутри, по стенкам этого периметра, отверстия. В отверстия загоняются балки и настилы, как полки. И на этих полках лежат книги какие? Папирусные свитки. И, естественно, между стеной и этим настилом еще сверху крыша. Вот получается действительно как вот такой портик. И с этими книжками. Здесь когда-то было до 100 тысяч папирусных свитков. Это очень много. Вот, к сожалению, папирус же горит. И вы знаете, что самое интересное? При раскопках вот на всей этой территории этой агоры, библиотеки, было найдено самое большое в мире количество на одной маленькой площади именно табличек, не книг, они не сохраняются, а именно таблички-указатели. Вот для меня самая смешная табличка, потому что применительно к нашим дням. 4 век до нашей эры. На табличке выцарапано, на каменной: выносить книги из библиотеки строго запрещено. 2500 лет тому назад. Представляете, то же самое. Были те же, которые подворовывали оригиналы, тихо выносили, а потом переписывали и продавали копии. Вот, кстати, ученик Платона Гермодор славился нечистоплотностью, подворовывал его, ну как подворовывал, просто втихаря вытаскивал оригиналы у Платона, переписывал и копии продавал за огромные деньги. И Платон его ругал. Кстати, никогда не ругал за то, что Гермодор на нем наживается фактически, а ругал по другому поводу. Говорил: Гермодор, но ты когда вот переписываешь мои книги, ты же фактически их цементируешь, все. А я в свои оригиналы потом исправления какие-то добавляю. То есть жизнь продолжается. Мне через какое-то время кажется, что тут я ошибся, что здесь новая мысль. А ты все законсервировал и понес. Вот это его больше всего беспокоило. Вот, обращайте внимание, вот это все более позднее время. Ну, люди же живут. Здесь тоже караван-сарай был. Растения, инжир, фига или смоква. Вот старые стены сохранились. И вот как раз в эти стены балки, а в центре вот такой четырехлистник, видно, да, периметр. Вот при греках в античности это был фонтан. Люди гуляли. Вот потом, когда пришли римляне, они фонтан убрали и по вот этому периметру построили здание четырехлистник. И здание стало городским советом. А в 7 веке там храм православный появился. Потом караван-сарай, базар. И только сейчас все расчистили, ведутся раскопки. А библиотека когда? Все, а библиотека это до 2 века нашей эры. Потом варвары пришли и все это разнесли. Вивлио это книга по-гречески, а фики это коллекция-склад. То есть склад книг в нашем понимании библиотека. Естественно, окна 2 уровней. Одно окно для солнечного света, а другое для проветривания. Все как положено. Женщины внутри, по улицам просто так не шатают. Древние греки так строили. Да, потом уже в Европе, начиная с эпохи Возрождения, этот древнегреческий стиль каким-то образом импровизирован. Надо все поражаться. Ну, ничего, правда. Не выбирался. Все где-то за Москвой.
Türkçenin Kuşadası degen kalası ekan. Ege Dengizin жағасында.